Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что готовит вам судьба в ближайшие 7 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, на события по судьбе, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пускай то, что сейчас скрыто. Так, мои хорошие, не забывайте, что отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Так, смотрите, в центре гора, причем такая, знаете, крутая. И вы на эту гору с кем-то вдвоем, как заходите, всходите. Причем вы идете первый, либо первая. Мужчины и женщины одинаково идет предсказание. И за вами следом идет еще один человек. Зайти на гору, справиться с очень сложной ситуацией в жизни, либо решить очень сложную проблему. Опять же, зайти на гору, добиться успеха там, где это кажется практически невозможным. Вы идете первый, либо первая, и за вами идет еще один человек. Буквально в эти 7 дней вы свою вершину покорите. Важное для себя вы не только осилите, но и добьетесь в этом очень громкого, я бы даже сказала, оглушительного, невероятного, светлого, позитивного успеха. Собой будете крайне довольны. Кстати, если вы в отношениях, допустим, отношения у вас там застопорились, либо никак не развиваются, а может быть ваш партнер там никак не мог определиться, чего же он на самом деле хочет, то покорить эту вершину будет по-вашему. То есть отношения ваши пойдут в гору, отношения наладятся, вы своего добиваетесь, понимаете? Очень классный знак. Покорение вершин — это всегда чудесно. С левой стороны воздушный шар, который летит в вашу сторону. Воздушный шар — это всегда к путешествиям. Поездки, путешествия. И еще, кстати, приключения могут отыграться с левой стороны. Я так понимаю, что кто-то из ваших знакомых, либо родственников, либо друзей придет к вам с таким неожиданным предложением, от которого очень сложно будет отказаться. Даже при всем, например, вашем нежелании куда-то ехать, встречать приключения, вы все равно согласитесь. Человек сумеет вас уговорить, либо так обставит события, что вы просто не сможете отказаться. Шар небольшой, какая-то непродолжительная поездка, либо такое приключение, ограниченное по времени, пару дней максимум. Но, тем не менее, не стоит отказываться, да и вы не сможете отказаться. Принимайте как есть. Меньше сопротивляйтесь, меньше тратьте время на разговоры. Здесь человек хороший, кто вам предлагает, и время вы очень весело и качественно проведете. Мужчина становится на лыжи, и у него такой слалом, очень быстро начинается. Очень хорошая, успешная неделя для мужчин. Во-первых, вы все успеете, во-вторых, за вами не угнаться, и в-третьих, многие мужчины очень многого добьются в очень короткий срок. Что неделя? 7 дней всего лишь, да? В этот короткий срок очень многое и сделаете, и добьете, и получите, и с собой будете очень довольны. Мужчины молодцы. Для мужчин прям шикарные 7 дней идут, еще и тройка позади. Вас будут отвлекать, либо будут пытаться вас останавливать. Никого не слушайте, ни на кого не смотрите, делайте, что задумали. И как говорится, удачной вам лыжни. Так, с правой стороны кольцо. Кольцо — разговор о дружбе, разговор о союзах, сойтись с кем-то, может быть, даже какой-то проект, работа над одним проектом. Кольцо с вашей стороны выходит. Для вас коллективная работа, не коллективная, а именно вдвоем с кем-то, на пару. Очень удачно, очень удачно. То есть, если есть выбор сделать самому, либо с кем-то вместе, выбирайте с кем-то вместе.
Заяц приходит к вам, приходит в ваш дом. Ну, зайцы — это люди, которые такие, знаете, трусливые, которые нерешительные, которые там долго сомневаются, ни на что решиться не могут. В случае там чего там могут пугаться, передумывать, исчезать, пропадать. Здесь вы четко показали: заяц, маленький, белый, красивый, приходит к вам с каким-то серьезным предложением, разговором. То есть, возможно, вы до этого за этим человеком бегали, пытались его поймать, да, не могли, а тот человек сам приходит, наберется смелости, придет и что-то будет вам предлагать. Если честно, для вас это очень удивительное событие, и вы будете искать подвох. А я вам так скажу: подвоха тут особого нет. Человек, может быть, действительно устал бояться, либо человек настолько дорожит вами, что решил вот набраться смелости и все-таки вам что-то предложить. Опять же, вы все у меня разные. Но здесь явно идет встреча с таким вот не совсем смелым человеком. Причем сам придет и сам предложит, будет предлагать. Человек на коне, причем у коня очень короткие ноги. Очень скорые, быстрые результаты на работе. Добиться своего в очень короткий срок. Человек сидит на коне, конь движется к центру. Ну, во-первых, будут хвалить. Во-вторых, у вас все будет получаться. В-третьих, может быть, вы там готовились, морально настраивались на какую-то тяжелую рабскую работу, в долгую. Нет, все как-то очень быстро. Если вы устраиваетесь на работу, как-то, знаете, как говорят, с руками оторвут, да, очень быстро вас примут на работу, и буквально вот чуть ли не вот бери работай, либо завтра выходи и работай. Если у вас на работе какое-то будет сложное задание, вы подумаете о том, что ну все, я попал, да, попала, придется еще много времени потратить. Нет, вы все быстро сделаете. Человек на коне — успешный человек. Человек, который вот он победил, победитель, своего добивается. Ну, успех в работе, на работе, найти работу, поступить на работу, здесь вам просто гарантирован. Две женщины общаются о важном. Вам кто-то, женская фигурка, да, женщина, вам о чем-то важном расскажет, поговорит с вами, какую-то информацию вам передаст. Женщина как владелица важной информации, либо носитель важной информации. Здесь то ли запланированная встреча произойдет, то ли случайная. Но в любом случае судьба уже вас вот к друг другу ведет. Эта женщина должна вам что-то невероятное сообщить, что вам очень пригодится. Либо то, что вы можете использовать себе во благо. Очень маленький единорог движется к центру, к вам. Ну, единорог — это чудо, это мечта, это исполнение, прям такое заветное. У вас он маленький, то есть что-то не сильно значительное, но вот чудесным образом. Чудесным образом. Кстати, вы это событие прочитаете для себя как какой-то знак. Знак судьбы, знак одобрения. В принципе, оно так и есть. Грубо говоря, не успели вы подумать, либо не успели вы загадать, и вот оно уже происходит. Мелкое, что-то мелкое, незначительное, не глобальное, но тем не менее происходит. Да, для вас это действительно как добрый знак. Добрый знак для доброго человека. С левой стороны у вас гроб, но не пугайтесь, это не в том смысле гроб. Что-то старое вы отпустите, как, знаете, какая-то старая обида, какие-то старые претензии, может быть, какие-то страхи, комплексы, сомнения. Вы отпускаете, вы как его в гроб закрываете, как хороните. Кстати, вам гораздо легче станет, гораздо легче. Даже какие-то другие мысли, ощущения у вас пойдут. Кстати, если вы чем-то болели очень сильно, то, скорее всего, как улучшение в здоровье пойдут. Под ногами хищная птица. Именно в эти 7 дней вы будете обходить всех опасных людей, либо вы будете превосходить всех своих недоброжелателей. То есть они у вас под ногами, то есть вы выше, они под ногами. Ничего вам не смогут ни сделать, ни навредить, а у кого-то так отыграется, что это ваш триумф. Вот он таким вот незначительным образом начнется. То есть ваши враги, понимая, что ничего не могут противопоставить, ничего не могут с вами сделать, будут просто вот отходить, отпадать, отлипать, я не знаю, отмирать, может быть. Вот, потому что вы стоите и руки вверх поднимаете, как триумф, да, празднуете свой триумф. Кстати, в ближайшие 7 дней очень много таких вот неожиданных, незапланированных событий.
Но даже вплоть до того, что вы что-то конкретное планируете, да, вы там на несколько дней вперед спланировали, у вас есть планы, идеи, а все идет своим чередом, да, в каком-то совершенно другом направлении, в другом русле, но гораздо ярче, приятнее и для вас вот позитивнее все идет. Два человека, лисичка, черепаха. Где-то вам обещали скорые быстрые результаты. Либо вы чем-то таким начнете заниматься, во что-то вкладываться, что-то для вас будет делаться, где вам скажут, что нет, все будет быстро, на самом деле это будет с черепашьей скоростью. Люди, лисичка, но они не лисички, скорее всего, вы к ним как к лисичкам отнесетесь. Ну, на самом деле нет. Нет, они не лисички, они нормальные, просто то ли вы друг друга как-то не так поняли, то ли, может, вы себе что-то придумали. Здесь на черепахе, но здесь как-то железобетонно, да, медленно, но уверенно, медленно, но точно, да, медленно, но с гарантией. Вот, и я думаю, что следует подождать. Здесь речь идет не о днях, скорее всего, о неделях или даже, может быть, о месяцах. То есть вы что-то делать начнете, либо кому-то за какими-то услугами обратитесь, либо вы уже начали это делать. И вот поймете, что все медленно. Не расстраивайтесь, пожалуйста. Здесь вам в утешении идет информация, что это будет 100%, это будет надежно, это все сделано будет, гарантированно сделано. Да, медленно. Но здесь вот гарантии. Гарантии и правильно, и гарантии, и все верно, и все замечательно будет. Никого не обвиняйте. Те, с кем вы сотрудничаете, работаете, к кому вы обратились там, за услугами, например, они нормальные, порядочные люди. Здесь какое-то недоразумение, либо вы там себе придумали, либо, может быть, действительно они там вам не все сказали, но вас никто не обманет. Единственное, что да, сроки долгие. Половинка сердца. По вам кто-то безумно скучает, и этот человек вам будет сниться, тот, кто по вам скучает. Либо вообще имя этого человека будет крутиться у вас на языке. Скучает человек, очень сильно скучает. Где-то находится этот человек далеко от вас и сильно-сильно скучает. С правой стороны вы преодолеете дистанцию с кем-то маленьким. Это может быть ребенок, либо человек младше вас по возрасту. Была дистанция, было какое-то недопонимание, может быть, общий язык вы не могли найти. Вам удастся преодолеть эту дистанцию. То есть вы договоритесь, вы поговорите, и здесь улучшение взаимоотношений идет. Ну, с ребенком, либо с кем-то из младших, например, родственников. Хорошее событие. Причем я вижу, что вы друг другу как навстречу будете идти. Карман. В карман падают монетки. Почему-то они падают как по одной штучке. По одной штучке падают монетки. Это тоже неплохо. Конечно, хотелось бы получить сразу всю сумму, но тем не менее, вот по монетке падают. Вот здесь очень сильный знак. Видите, это дятел, который бьет и пробивает дерево. Ну, давайте так, без обид, но я вижу, что вы своего добьетесь. Вот просто, да, измором будете брать, либо ваше упорство даст потрясающий результат. Дерево, оно это не дерево, это просто как какой-то трухлявый столб, да, он уже свое изжил, там ничего нет. Он просто был как преграда, как препятствие. Вы долбили, вот, пожалуйста, дерево это начинает рушиться, разрушаться. Вы своего добьетесь именно своим вот упрямым таким характером, своим упорством вы своего добиваетесь. И, пожалуйста, не думайте, не заморачивайтесь, кто там что скажет, кто там что про вас подумает. Это все не важно. Важно, что вы своего добиваетесь. Вы пытались по-разному. И по-хорошему, и по-плохому. Ну вот, пожалуйста, вы своего добиваетесь. Кстати, еще отыграется просьба. Да? У вас была какая-то просьба, которую кто-то не хотел исполнять. Ну вот принципиально, либо человеку вообще не было до вас дела. И вы сумеете не только обратить на себя внимание, но и получить желаемое от человека. Человек будет просто бессилен, не сможет вам отказать. Ну, вы молодец, в любом случае свое вы точно получаете. Смотрите, и тут на гору всходите, и здесь вы это дерево пробиваете, просто вот в щепки его разламываете. Вы молодец.
Кстати, именно на этой неделе вы почувствуете, что к вам силы возвращаются, вдохновение, силы, энергия, желание. Знаете, прям захочется что-то делать, и вас будет не остановить. Слева женщина как гостей приглашает, либо для, может быть, какого-то мероприятия готовит. Что-то вы такое сделаете, может, какое-то фирменное блюдо, либо на скорую руку что-то сделаете, что всем очень сильно понравится. Люди будут смаковать, люди будут восхищаться, все будут хвалить, а вы будете удивлены, вы будете в шоке. Скажете, да ну, это же ерунда какая-то, я вот по-быстрому делала, да, либо там очень простое блюдо, да, из простых ингредиентов. Но все будут в диком просто восторге, прям поискивать будут. Да, как это вкусно, как это шикарно, как это и красиво визуально, и очень вкусно, да, вкусовые рецепторы просто вот взрываются у людей. Звезда, которая летит по небу в обратную сторону. Звезда. Какая-то возможность, упущенная вами. Не то чтобы вы сильно расстроились, но такое, знаете, покалывание легкое под ложечкой точно присутствует. Может быть, вы что-то планировали, хотели и понимаете, что вы не успели, да? Все, звезда пролетела. Так, не спешите отчаиваться, не спешите расстраиваться. И еще будет звездопад в вашей жизни, а здесь просто отпустите и старайтесь об этом не думать. Ну, не смогли, значит, не ваше было. Либо вы сейчас просто не готовы к тому, чтобы это все исполнить. Может быть, пройдет какое-то время, да, будет больше возможностей, больше желаний. Опять же, вы сможете выделить на это время, тогда все получится. Так, для женщины мужчина сделает шаг к ней навстречу. То есть, я так понимаю, симпатия. Да? Есть мужчина, которому вы очень симпатичны, который, например, вам очень симпатичен. Вижу, что этот мужчина будет делать шаг. Шаг очень такой неуверенный, шатающийся, робкий, но тем не менее будет делать. Вы, может быть, даже сразу и не поймете, что он делает шаг. Нет, будет. И там, где один шаг, там и второй шаг придет. Главное, чтобы вы его там немножко поддержали в этом плане и, ну, не знаю, там улыбнулись, подмигнули, просигнализировали, что вы не против. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.